этой же видео в комментариях имеется Камран Шинфари под названием. Так, сразу же заходим на этот сайт Камран Шинфари. По публикации мы имеем вот главная страница Камран Шинфари, тут написано. И фото выставлено, где он в машине сидит, вот лицо человека. Вот еще он. Камран Шинфари. Несмотря на то, что он владеет русским языком более-менее на бытовом уровне, акцент у него сохранился, он разговаривает с акцентом. Многие слова он не может выговорить, особенно такие, как парикмахерская. Дома он разговаривает с детьми на своем родном языке общения, на афганском. Да, когда он сюда приехал, мы на английском с ним общались. И мы с ним с 2003 года в браке, и мой муж никогда не привлекался никакой уголовной ответственности. Он очень порядочный. У него были какие-то соцсети, Facebook был, Instagram был, но там он писал только на своем языке, у него были все надписи только на основе арабской письменности. Он кириллицей абсолютно не владеет, он никогда нигде не учился здесь. Свидетель Федько выступила не только заявителем, но и свидетелем. Она собирала доказательства по этому делу. Но свидетели не участвуют в сборе доказательств. Это задача адвоката либо следователя. То есть была явная направленность на то, чтобы каким-то образом привлечь к ответственности вот этого гражданина. Прошло судебное, да, разбирательство, и по сути никаких, допустим, каких-то дополнительных доводов о том, что он виновен, нет. Напротив, доказательств его невиновности, скорее, с лихвой, перевесило то, что имелось, скажем, в обосновании, в мотивации обвинения и в приговоре суда первой инстанции. То есть самое главное, что ни следственными органами, ни в суде не было доказано, что это писал он. Они, по сути, ссылаются только на то, что, скажем, в аккаунте, в аватарке, скажем так, находится его фотография. То есть, по сути, защита доказала, что само, скажем, его фамилия, Камран Шинфари, на английском пишется через «и», английскую, а тот аккаунт, на который была привязка, всех вот этих комментариев, она через английскую «Камран Шинфари», через «I». В начале предварительного следствия мы задавали и оперативному сотруднику, и следователю даже о знании английского языка, и о том, обратили ли они на это внимание. Нет, не обратили. Это один из механизмов рейдерского захвата. В свое время мы писали большое исследование по рейдерским захватам во времена режима Бакиева. Это было очень популярно. И там один из методов захвата земли было как раз возбуждение уголовного дела. Мы очень долгое время отслеживали дела по экстремистским документам, потому что наше государство в своих законах прописало, что даже если находится одна бумага, якобы со словом халифат, это уже все экстремизм, и у нас был полный атас. Сейчас это все вроде исправили, но нашла другая напасть, называется язык вражды. Через эту статью теперь наше ГКНБ может любого человека просто сделать уголовником. Нужно отметить, опять же, такой, скажем, даже не знаю, нонсенс, наверное, Данная статья является подследственной как МВД, так и ГКНБ. Тоже, непонятно. Данная статья является тяжким преступлением. То есть даже часть первая
предусматривает от 5 до 7,5 лишения свободы. Это очень тяжелая статья. То есть за комментарий, да, какой-то один человек может быть арестован и лишен свободы. У нас есть 313 статья, дракония, да, которую на самом деле очень успешно применяют правоохранители, приглашают, допрашивают, регистрируют ЕРПП, проводят обыски и так далее.